В литературных курсах мы решили, значит, съездить в Ленинград, смотреть Ленинград всем. Поехали, ну, прежде всего, куда? В Зимний дворец. Ага, Зимний дворец, значит, экскурсовод, очень такая молодая, красивая женщина показывает нам, все рассказала, значит, и вышли мы из Зимнего дворца, и она говорит, вот, говорит, отсюда, в 200 метрах, Чебоксарский переулок. А потом после Чебоксарского переулка можете в центр города. Я так удивился, Чебоксарский переулок, первый раз слышу. Я говорю, а почему так называется Чебоксарский? Не Чувашский переулок, а именно Чебоксарский. А там, говорит, жили чуваши из личной охраны царей, и для них построили 2 дома. Вот. Я так удивился, подтверждаются слова Сталина. Я слова Сталина знал и до этого. И мне стало так интересно, и сразу я туда, значит, а мои друзья там по своим делам, и пришел туда, метров 200, в середине стул есть, это скамейка. На скамейке сидит один человек старше меня, уже в возрасте, читает, так, книгу читает. И прочел «Ленинградцы, дети мои». Это произведение этого казахского акына. Знаете, наверное, да? Во время войны он в 1942 году написал поддержку ленинградцев. Ага, мы это... И посмотрел на меня и говорит, а ведь 90-летний старец имеет право сказать, ленинградцы, дети мои. Я говорю, конечно. Мы, говорю, изучали эту поэму на чувашском языке. А откуда, я говорю, из Чувашии, из Чебоксары. Кто будешь? Я говорю, писатель и историк. А я, говорит, историк и писатель. Лев Гумилев. Я так удивился. Лев Гумилев. Вот иногда, видимо, высшие силы способствуют. И мы разговорились, значит, о Чебоксаре спрашивают, и мы с ним подружились. Потом мы несколько раз встречались с ним в Москве, в Доме литераторов. Когда он приезжал, он звонил мне. И последний раз вот мы с ним сидели в Центральном доме литераторов. Это такое в старое время, мы очень уважаемое место было. Туда пускали только писательскими билетами. И вот сидим мы в большой зал, ресторан, в ресторане есть 4-местные, а по краям 2-местные. Двухместный стул, значит, сидим, вот, стали разговаривать, и он что-то начал рассказывать, а я что-то добавляю. Ну, хотел, наверное, показать, что тоже что-то знает. Всегда он так дурно разговаривал. На сей раз, как будто знал, что мы последний раз встречаемся, что ли, на меня строго смотрел и говорит, молодой человек, давайте сделаем так. У меня так много вам рассказывать. Давайте сегодня я буду рассказывать, а вы послушайте. И так много рассказывал мне по истории чувашского народа, как он видит историю тюркских народов, восточных народов. И что самое выразительное, что мне запомнилось, то, что чуваши являются потомками гуннов, не вызывают никакого сомнения. Вот это выражение запомнил, очень интересно. Поэтому когда встречались, я с ним переписывался, советовался с ним. Я поэтому себя считаю учеником Льва Гумилева. Это вот удивительно. Гунны, вот у вас в какой книге есть про гуннов там? Про гуннов, вот это. Белые этой книги большой. Да, в этой книге. В этой книге есть.
очень интересный человек, очень интересный. Лев Гумилев. Ага, Лев Гумилев. Да, говорил в стране Советов. Мы живем в такой стране, где лагеря. И пионерские лагеря, и другие лагеря. Он тоже в лагерях сидел. Вот это же уже запомнил. Отец. У него Лев Гумилев, его арестовали. Да, он сидел, хотя и Ой, абсолютно... Николай Гумилев. Николая расстреляли. Расстреляли. Офицер был. Офицер. Офицер царской армии, только из-за того, что офицер. Вот. Ну, немножко интересует. Вот есть казахский ученый, Даутбеков, очень интересный ученый. Он сюда приезжал, мы с ним встречались, Лариса помнит хорошо его, так заинтересовался чувашской историей. Здесь, значит, он был неделю, мы все ему показали, все он записывал, фотографировал. После этого, что интересно, вот как один человек может влиять в изучение истории целого большого народа. До этого казахская историография в основном как-то неопределенно все шло. И вот он дал направление, что казахи тоже потомки гуннов. И целую книгу написал, что так и называется, что книга общее название, как история чувашского народа и казахи, и болгары-чуваши, потомки гуннов, так и называется книга. Это кто написал, значит? Даутбеков. Вот этот. Этот казах. Казах. И написал даже отдельную книгу «Академик Юхма». И себя называл моим учеником. Всегда звонил и говорил: я ваш ученик, я ваш ученик. Но, к сожалению, умер. Так жалко. Вот именно его исследования направили историю казахского народа в русло гуннов. Ну, вот все, наверное, замечаем, но вот все равно с казахами немножко у нас есть такое сходство внешнее. Есть что-то есть. А потом еще, видимо, казахи и сами это чувствовали, когда началось освоение целинных земель, вот в те годы очень много чуваши переселяли за нехватки земли в Сибирь, там, разные области. И Кунаев, первый секретарь ЦК Казахстана,